Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер в студии для вас работает. Асан Абилаев сегодня в нашем выпуске. Новый градоначальник. Уже известно имя претендента на временно исполняющего обязанности главы городской администрации. Четверть века и тысячи специалистов. Крымский инженерно-педагогический университет отметил 25-летие. Хорошая новость для автолюбителей. На трассе Дубки-Левадки открыли первый путепровод. Талантливый и харизматичный, в Симферополе прошел финал первого республиканского конкурса крымско-татарской музыки, песни и танца. Подготовка к всекрымскому чемпионату по куреж. Бахчисарай определился со своими чемпионами. Об этих и других новостях расскажут наши корреспонденты. Сегодня Крымский инженерно-педагогический университет отмечает 25-летие. За эти годы вуз подготовил тысячи квалифицированных специалистов по самым разным отраслям. Поздравить КИПУ с юбилеем в музыкальный театр приехал глава Республики Крым. Собравшиеся с интересом посмотрели документальный фильм Диляры Шевкетовой о становлении и развитии кузницы крымских кадров. О всех подробностях расскажут наши корреспонденты. С самого утра Крымский инженерно-педагогический университет принимает поздравления, как и положено вузу, весело, ярко, по-молодежному. Этот университет – родной дом и начало для тысяч выпускников. Все они с трепетом вспоминают свою альма-матер. Сегодняшние студенты – гордость и богатство вуза. Их много, и они успешно осваивают науки. Приглашается Онищук Марина Александровна, студентка 4-го курса, профиль специальное дефектологическое образование. Крымский инженерно-педагогический университет – одно из лучших учебных заведений Крыма. Он был создан в 1993 году с учетом потребностей народа. И за эти годы выпустил в жизнь множество подготовленных специалистов. Какую большую дипломатию пришлось задействовать. Слава Аллаху, этот университет открылся. Теперь вторая проблема, второй вопрос – это его поднятие на высшую планку. Он должен быть на равных с мировыми учебными заведениями. В завершении концерта студентам преподнесли праздничный торт на 800 персон и пирожные с эмблемой университета. Президент учебного заведения вместе со всем залом, загадав желание, задул свечи. Раз, два! Шквал аплодисментов и море поздравлений. 25-летие университета отмечают и в Государственном академическом музыкальном театре. В зале собрались первые лица республики, ученые, профессора, педагоги, студенты. Слова признательности, заслуженные награды и, конечно, благодарственное письмо президента Российской Федерации принимает основатель университета Февзи Якубов. Вниманию зрителей был представлен фильм телеканала «Миллет». Он полностью раскрыл историю становления, развития и работу вуза за 25 лет. Только за последние 5 лет в стенах КИПУ более 600 обучающихся получили красные дипломы. За последние 4 года университет обрел новый стимул к развитию. Укрепляется материальная база, создается комфортная среда для студентов. Глава республики обещает полную поддержку вузу. Мы видим, как развивался университет на протяжении этих 25 лет. И мы видим, как он расцвел после 2014 года, после возвращения Крыма на историческую родину, в Российскую Федерацию. Нами принято решение о выделении денег на следующий год 150 миллионов. И в 2020 году до 100 миллионов рублей. Это на достройку второй очереди Центра полиэтнической культуры и молодежи и общежития на 750 мест. За высокий профессионализм, многолетний труд и качественную работу слова благодарности в адрес педагогов выразил и муфтий мусульман Крыма Эмир Али Аблаев. Он отметил, что единственный региональный университет укрепляет свои позиции, готовит все больше молодых специалистов, а самое главное, способствует сохранению национальной идентичности. 25 лет – это небольшой период, но мы видим, какую огромную работу довелось сделать за этот короткий срок. Мы выражаем благодарность Февзию Якубову и всему коллективу.
Крымский инженерно-педагогический университет был основан в сложных исторических условиях, но за четверть века добился значительных успехов. Это 5 факультетов, 2 подразделения и научно-исследовательский институт крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма. Для нас это целая эпоха. Более 23 тысяч наших выпускников работают не только в Крыму, но и далеко за его пределами, в разных странах, создавая авторитет своей альма-матер. Обновляется профессорско-преподавательский состав, сменяют друг друга выпускники, студенты. За 25 лет кропотливой работы вузу есть чем гордиться, заявляют педагоги. Наград немало. Останавливаться на достигнутом коллектив не собирается. Впереди у них большие планы, грандиозные цели и задачи. Премьеру полной версии фильма наши телезрители смогут увидеть сегодня. А для тех, кто не успел, фильм будет показан в повторах уже завтра в 21:50 и воскресенье в 19:00. Сегодня первый вице-спикер Крымского парламента Наталья Маленко сложила полномочия и ушла в отставку. Завтра на сессии Горсовета с ней будет подписан контракт, и Наталья Маленко начнет работать в администрации Симферополя в качестве заместителя главы и временно исполняющей обязанности руководителя города. Мы объявили перерыв. Завтра на сессии будем рассматривать вопрос о том, чтобы ее принимать первым замом. Игорь Михайлович подпишет это контракт с ней. И следующий вопрос будет о отложении полномочий главы администрации Игоря Михайловича Лукашова. Ну и дальше по процедуре уже первый зам будет формировать всех заместителей, которые мы будем в пятницу, скорее всего, будет сессия, где будут утверждаться все заместители, которых она с которыми будет работать, согласовав с депутатами, с Госсоветом и Советом министров, для того, чтобы город не остался без руководства. Уже в эту пятницу состоится сессия, на которой будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации столицы. По истечению 20 дней из заявленных кандидатур депутатский корпус выберет нового руководителя Симферополя. Защитим будущее вместе. В Государственном комитете по делам межнациональных отношений состоялся круглый стол, приуроченный к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма. В работе круглого стола приняли участие представители власти, Общественной палаты Крыма, ученые, политологи, общественные деятели, представители религиозных конфессий. Всевышний сотворил всех разными, но все мы вместе здесь, в Крыму, создаем красивый букет. И из-за этого, получается, праздники у нас проводятся вместе сообща, говорится, праздники мы не отделяем. Точно так же и трагические дни. И то, что важно для каждого представителя крымской земли, это важно для всех, и за это мы должны, конечно же, всегда сообща это все проводить. Мероприятие было посвящено массовому еврейскому погрому в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, получившее название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к еврейскому народу. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Все, что мы делаем, все, что мы стараемся делать, мы делаем ради нашего будущего, ради наших детей. Поэтому многие наши мероприятия подходят именно под этим девизом. И сегодня у нас мы хотим провести наш круглый стол в таком несколько, может быть, необычном формате. У нас будет несколько приветствий, выступлений, а затем мы сделаем свободный микрофон, то есть чтобы люди могли высказать все, что они думают. Стали известны новые подробности теракта, который планировался в Крыму в 2018 году. На границе в Брянской области был задержан сотрудник украинских спецслужб Георгий Абдулаев, сообщает телеканал «Россия-24». В ходе допроса задержанный рассказал, что нападения на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова готовили и планировали осуществить сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов. Напомним, в августе 2016 года в Крыму в ходе перестрелок с украинскими диверсантами на российско-украинской границе возле Армянска погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Части диверсантов удалось скрыться. На месте обнаружили 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и оружие. Абдулаев рассказал, что узнал об этом от своего бывшего командира. Мне известен сотрудник спецрезерва ГУРМО Украины, майор Буданов Кирилл Алексеевич. На 2015 год, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперации ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповала, либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки, Громов
и Шаповал являлись руководителями, организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии. Активистам запрещенного в России меджлиса Ахтему Чийгозу и Ильме Умерову отказали в рассмотрении исков к администрации президента по поводу предоставления информации об обстоятельствах их помилования главой государства. Об этом говорится в опубликованных их адвокатом Николаем Полозовым о документах. Как посчитал Московский городской суд, рассмотрение данного дела являлось бы незаконным вмешательством в конституционно-правовую систему России, поскольку действия государственных органов, должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президента Российской Федерации, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом, не могут быть предметом судебного разбирательства, говорится в сообщении. В свою очередь Полозов отметил, что в рамках российского законодательства у истцов есть право обратиться в суды высшей инстанции. Напомним, Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать иски к администрации президента от помилованных активистов запрещенного в России меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильме Умерова в феврале 2018 года. Открыт первый путепровод на пересечении новой трассы Дубки-Левадки с автодорогой Чистенькая Трудолюбова. О том, как теперь ездят автомобили и уменьшились ли пробки на дороге, смотрите в нашем следующем сюжете. На путепроводе Дубки-Левадки с автодорогой Чистенькое Трудовое завершились основные работы. И уже сегодня по нему открыто рабочее движение. Новый путепровод проходит над трассой Дубки-Левадки. Данный участок, отрезок, так скажем, дороги, это второстепенная дорога, которая проходит во втором уровне над объездной трассой Дубки-Левадки. На данный момент мы запустили движение. Остаются некоторые недоработки, которые там в течение 3-4 дней мы ликвидируем. Жители Симферополя и окрестных поселков ликуют, ведь до этого движение производилось по ненормативной дороге. Водителям приходилось терпеть трудности, преодолевая этот проблемный участок. Теперь же они проезжают по удобному и безопасному пути. Город забитый, хоть есть где объехать. Очень хорошо делают дорожки. И надеемся, что они все закончат до конца, до села, и будем ездить и радоваться. Работы по строительству автодороги ведутся высокими темпами в круглосуточном режиме. На строительстве задействовано свыше 100 единиц техники и более 250 человек. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 84%. С открытием этого участка трассы движение значительно улучшилось. Ну а пока проезжающих машин здесь мало, ведь многие водители просто не знают о новом маршруте. Наджия Исаева, Ирвина Миралиев, телеканал Миллет. В Крыму провели всероссийскую экологическую акцию «Живи лес». В селе Дубки Симферопольского района высадили около 3000 саженцев дуба. Активное участие в акции приняли члены правительства Крыма. По информации организаторов, в год экологии достигнуты впечатляющие результаты. На 38 гектарах были высажены зеленые насаждения. 39 гектаров земельного леса фонда убрано от мусора. А до конца этого года в урочище Дубки на площади 3 гектаров будет посажено около 10 тысяч сеянцев. Символично мы сегодня именно высаживаем дуб скалистый, и будет этих больше и больше саженцев. Естественно, потом, как только они подрастут, лесничество будет раздавать в другие регионы Республики Крым. Это очень хорошая акция, ее нужно проводить постоянно, что и делает и Министерство экологии. В Симферополе прошел финал первого республиканского конкурса крымско-татарской музыки, песни и танца. Свои таланты продемонстрировали несколько десятков артистов из разных городов и районов нашего полуострова. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Веселые, креативные, а главное настроенные исключительно на победу. Именно с таким настроением приехали на финал конкурса участницы из Керчи. Мы приехали побеждать, приехали стараться. Надеемся на победу. В этот день на одной сцене собрались не только крымско-татарские артисты, но и представители многих других национальностей. Ограничение было только по возрасту. Участвовать могли исполнители до 35 лет. Главной целью мероприятия было выявление самых талантливых. Сегодня у нас финальный тур первого республиканского фестиваля, конкурса крымско-татарского искусства. Вы как раз попали на самую середину. Мы завершаем финальный тур среди аматоров, и через небольшую паузу начинается уже направление профессионалы. Выступления участников оценивали не только зрители, но и специально приглашенное профессиональное жюри. Главным критерием было умение преподнести красоту и самобытность искусства своего народа. Хочу сказать, что, конечно, наш народ очень талантлив.
очень талантлив и любят свою культуру. Вот это самое главное. Уже, конечно, я для себя наметила определенных конкурсантов, которые могут пройти дальше. Но это я, не знаю, как остальные члены жюри. Вот. А так хочу сказать огромное спасибо преподавателям, родителям за то все самое хорошее, за то, что они прививают любовь к нашему национальному искусству. В будущем организаторы планируют сделать конкурс всероссийским и привлечь участников из других стран. Нариман Тарсинова, Севиля Меметова, Фериде Якубова и Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Религиозно-социальной газете «Хидает. Верный путь» 25 лет. За четверть века черно-белое издание на 4 страницы с почти 1000-ным тиражом проделало огромный путь. Теперь это 12-полосная красочная газета. Издается один раз в месяц с тиражом в 10 тысяч экземпляров. Это официальное издание Духовного управления мусульман Крыма. Бесплатно распространяется в мечетях полуострова и в муфтияте. Печатается на крымско-татарском языке. Газета «Хидает» освещает темы возрождения ислама в Крыму. Ее задача – раскрыть наиболее актуальные для мусульман вопросы. У истоков стоял крымско-татарский писатель, журналист, переводчик Закир Кутнизир. Затем его дело продолжили Айдер Исмаилов и Эсадуллах Баиров, которые ныне являются заместителями муфтия мусульман Крыма. Над созданием газеты работает большая команда профессионалов, теологов, учителей ислама, богословов. Мы можем отметить вклад газеты в развитие языка. Кроме того, она доносит религиозную, здравую информацию до читателей, играет огромную роль в предоставлении духовных знаний людям, работающим в сфере религии. Служебный пес Атос раскрыл кражу почти 2000 рублей. В дежурную часть Джанкоя обратилась 34-летняя местная жительница. Она заявила о пропаже 1750 рублей. На место происшествия выехала группа с бельгийской овчаркой. Пес по следу помог сотрудникам полиции установить, что злоумышленник проник в дом через окно, разбив стекло. Кроме этого, Атос вывел следователей через огород на соседнюю улицу, а далее привел к дому подозреваемый. 45-летняя односельчанка призналась в краже. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Ей грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. 45-летняя односельчанка потерпевшей ранее уже попадала в поле зрения полиции. Она привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за преступления имущественного характера. По словам задержанной, она часто одалживала у соседки деньги, что и послужило мотивом для кражи. Крымские музыканты украсили своим исполнением сериал «Неуловимые». Многосерийный фильм стартовал на одном из российских телеканалов. Кинолента рассказывает о краже легендарной скрипки Страдивари. Некоторые сцены снимались в центре Севастополя. В съемочном процессе были задействованы даже городские здания. В фильме также снялись музыканты Государственной филармонии Крыма Мария Ткаченко, Денис Такомцев, дирижер Денис Карлов и альтист Крымского драматического театра столицы Рудем Алимов. Во всех городах полуострова проходят отборочные турниры к открытому чемпионату по национальной борьбе «Куреш». Финал пройдет 25 ноября при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова. Инициатива проведения соревнования принадлежит депутату Государственной Думы Российской Федерации Руслану Бальбеку. О том, как прошел отборочный турнир в Бахчисарае, в нашем следующем сюжете. Их всего 10, но они с поясами. За выход в финал по Курешу сражаются самые ловкие борцы Бахчисарая. Братья Мустафаевы тоже решили побороться. И тут случилось неожиданное. 16-летний Амирали победе над 19-летним братом не рад. Все равно на основной турнир поехать не может. Возрастом не дотянул. Нечаянно получилось, так не хотел. Это мой родной брат, так не специально. Скрутку, можно сказать, тоже бедро сделал и получилось. Но не ожидал, что даже получится. Шукур Зейтулаев в своей победе уверен на все 100. В категории 70 килограммов он легко уложил на лопатки соперника и планирует также играючи победить противников на всекрымском турнире. Ведь у него в активе есть любимый прием. В зале обычно тренировки на поясах боремся, оттачиваем все, что можем, свои приемы коронные. Я люблю цеплять просто ногу на себя, цепляю ногу и валю, и все. 13-летний Ильнур с восторгом смотрит на старших товарищей. Он занимается греко-римской борьбой и с удовольствием участвует в соревнованиях по Курешу. Говорит, между двумя видами спорта очень много общего. В греко-римской тоже можно пройти в корпус, взять захват и бросить. А в Куреше то же самое, только захват
в захвате ты уже стоишь, плюс пояс. Борцы отмечают, в последнее время национальная борьба стала очень популярной. В спорт потянулась не только молодежь, вернулись и многие ветераны. Последние 2 года начали, вот после этого турнира, там много кто начал из молодежи приходить по куреш. К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 лет, имеющие в паспорте отметку о крымской прописке не позднее 1 октября 2017 года. В положении указаны весовые категории 70, 80, 90 и 90+. В республиканском турнире Бахчисарай будут представлять 8 спортсменов. Все хотят выиграть главный приз, у всех мечта, каждый имеет права, даже есть спортсмены, которые специально отучились на это, чтобы заработать машину. Если выиграют, будут ездить. Нет, будут готовиться на следующий год. Спортсмены соревновались за звание сильнейшего, чтобы 25 ноября уже в финале побороться за главный приз – автомобиль. И не один. 4 машины получат победители в каждой весовой категории. Самый сильный борец станет обладателем пояса чемпиона и премии в 50 тысяч рублей. София Шукурова, Дарина Сафонова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абивлаев. Не переключайте, телеканал «Миллет». Хорошего вам вечера. До новых встреч в эфире.